На родине великого Чингисхана, а именно в том самом месте, где он родился, по одному из преданий, в Дадал-Самоне хантейского Аймака прошла Алтаргана-2014. Именно здесь зародился и сам фестиваль, за 20 лет своего существования обретший большое значение в Агинском округе, Бурятии, Монголии и за их пределами. Он давно уже перерос первоначальный статус фестиваля народной песни и стал не менее чем объединяющим фактором для народа, представители которого населяют разные земли. Открытие фестиваля прошло на стадионе Дадал-Самона. Юбилейный фестиваль Алтаргана-2014 собрал 10 тысяч гостей. Самих участников было более 3000. Это представители Агинского округа, Республики Бурятия, Монголии, Шэньхэна Китайской Народной Республики, Москвы, Санкт-Петербурга, Америки, Англии, Тувы, Калмыкии, Кореи, Японии и многих других уголков мира, где сейчас проживают буряты. Агинский бурятский округ официально представляли 552 человека, работники культуры и средств массовой информации, спортсмены, медицинские работники, полицейские, муниципальные и государственные служащие, рядовые граждане. Делегацию возглавляли руководитель округа Ананда Дандаков, губернатор края Константин Ильковский, член Совета Федерации России Баир Жамсуев, депутаты Законодательного собрания края, члены правительства Забайкальского края и другие официальные лица. В Монголии этому празднику уже придан государственный уровень. Присутствие премьер-министра Монголии. Это говорит о том, что данному празднику уже такое государственное внимание. Самое главное, что фестиваль – это праздник единения, праздник дружбы, когда люди разных стран, национальностей узнают больше друг о друге, что позволяет нам, конечно же, жить в понимании с нашими соседями. Ну а самое главное, именно для бурятского народа, это еще один возможность, такой мощный импульс, толчок для развития бурятской культуры в широком смысле слова. Всего, по данным организаторов праздника, участие в театрализованном представлении приняли более 200 артистов и волонтеров. Болельщиков и зрителей на празднике было более 7 тысяч, уточнили организаторы. Сюжет был построен по легендам бурятского народа о прародительнице лебеди. Девушки в национальных костюмах представили все рода бурят. И, конечно же, главным действующим лицом праздника был Чингисхан. На фестивале Республику Бурятия представили более 200 человек. В состав делегации вошли Баунтовский, Кяхтинский, Кабанский, Курумканский, Кижингинский районы. Из Иркутской области и Усть-Ордынского округа приехали более 50 человек. Возглавил делегацию заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского бурятского округа Анатолий Прокопьев. Сколько бы ни было участников и делегатов, всех объединяет любовь к родной культуре, традициям и обычаям своего народа. От имени Монголии приветствовал юбилейный фестиваль Алтаргана-2014 премьер-министр Монголии Наравын Алтынхуяк. От Китайской Народной Республики руководитель делегации внутренней Монголии Цирендаши. А от России всебурятский праздник приветствовала в своем поздравлении председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Ее письмо зачитали во время открытия. От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации сердечно приветствую участников и гостей 11-го международного бурятского фестиваля Алтаргана-2014. Российская Федерация – это многонациональное и многоконституциональное государство, где существует уникальная модель сохранения, взаимообогащения и развития национальных культур. Именно здесь, на реке Халхингол, 75 лет назад произошло важное событие нашей общей истории, когда советские и монгольские войска нанесли сокрушительное поражение агрессору. Убеждена, фестиваль Алтаргана будет способствовать укреплению международной дружбы и внесет весомый вклад в развитие национальной культуры. Желаю всем участникам фестиваля интересного общения, успешной реализации намеченных планов и всего самого доброго. С уважением, председателя Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. За большой вклад в развитие фестиваля и помощь в подготовке и проведении в рамках открытия праздника были поощрены общественные деятели и специалисты культуры и спорта аймаков Монголии, которые были у истоков Алтарганы. Им были вручены юбилейные медали. Они были рады, что их начинание переросло в такой масштабный и международный фестиваль. Алтаргана – бурятское название степного кустарника-золотарника. Несмотря на скромный вид кустарника, растение имеет на редкость мощную корневую систему, благодаря которой выживает в самых суровых климатических условиях. Растение символизирует единство и силу бурятского народа, подчеркивает то обстоятельство, что ему удалось сохранить свой язык, культуру и самобытность. В течение 2 дней прошли традиционные спортивные состязания: бурятская борьба, стрельба из лука, скачки. Также состоялись конкурсы фольклорных коллективов, народных и современных бурятских песен, конкурс «Красавец Дангина», фотовыставка и конкурс документального кино. В рамках международного бурятского фестиваля «Алтаргана» были подписаны соглашения о сотрудничестве в экономической и социальной сферах с руководителем Хентейского аймака господином Аюмбатаром и представителем Восточного аймака господином Хурылбатаром и Агинским округом Забайкальского края. Сегодня Республика Монголия и мы, как приграничные территории, и Республика Бурятия, и Забайкальский край, учитывая такую протяженность границ, учитывая наши исторические связи, учитывая наше военное прошлое, да, учитывая наше экономическое прошлое, все-таки сегодня мы взаимно не дорабатываем. Да. У нас сегодня вот за пределами культурных связей не так много экономических связей, не так много туристических связей. Вот считаю, что приезд президента сюда, он придаст такой, совершенно, что ли, другой оттенок нашему сотрудничеству. По итогам 2 дней в общекомандном зачете победителем фестиваля стала команда Дульдургинского района. Представители Агинского округа в общем завоевали 9 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей фестиваля. Лучшими мы были в лучном спорте. Мургеном полости признан Даржи Жапов. В конкурсе фольклорных коллективов Ульгершинов, модельеров, песенном конкурсе и других. Кульминацией конкурса «Красавец» был показ вечерних стилизованных нарядов. Здесь жюри определяло мастерство модельеров и, конечно же, мастерство подачи платья самими участницами. После долгого совещания члены жюри подвели итоги конкурса. По положению о конкурсе «Красавец» титула Гран-при не было в этом году. Были учреждены лишь 3 первые места. По итогам работы жюри медали 3-й степени удостоилась красавица из Магойтовского района Бальжина Дашижамсоева. Она получила бронзовую медаль. Я безумно рада, что приняла участие в конкурсе. Мы очень долго готовились, проделали много работы. Со мной всегда рядом был Руслан Батажаргалович, поддерживал меня. Я всех благодарю, всем огромное спасибо. На 2-м месте, по мнению жюри, оказалась представительница Дадалсамона Хентейского аймака Монголии Амарсана Сейхантамир. Ликованию зрителей не было предела. В родных стенах их красавица смогла завоевать серебряную медаль конкурса. Я счастлива. Мы очень долго готовились именно к этому конкурсу. Я принимала участие еще в 2012 году в конкурсе «Красавец» в Агинском. После него я целенаправленно шла к победе. А главного приза конкурса золотой медали и звания Дангина-2014 удостоилась представительница Дульдургинского района Саяна Цимпилова. Я рада и горда, что представляю свою родину на таком престижном конкурсе. Я благодарна всем, кто мне помогал, поддерживал меня все это время. Нужно добавить, что все 3 представительницы Агинского округа были в лидерах. Светлана Дармаева, представлявшая Агинский район, вошла в 4-ку лучших. По мнению многих зрителей, участницы из Аги подготовились на высоком уровне. Это и показало такие результаты.
В течение 2 дней в рамках фестиваля соревновались между собой борцы и моргены из Монголии, Бурятии, Агинского округа и Китая. Самыми зрелищными были конные скачки. Каждый бурят испокон веков имел верного друга – коня. До сих пор культ лошади в традициях и обычаях бурят имеет большое значение. Так, каждый фестивальный день начинался со стартов лошадей. В первый день соревновались в резвости взрослые лошади. По правилам скачек дистанция для этих участников составляет 24 километра. Старт дается далеко за пределами места проведения праздника. Наездники, хозяева лошади и жокеи регистрируются, получают номера и выезжают к месту старта. Перед этим они совершают круг почета на стадионе, получают последние наставления и инструктаж. В сегодняшних скачках принимает участие более 30 лошадей до 7 лет только монгольской породы. Приехали из разных аймаков – Хантейского, Дарнот, сел Сундут, Биндер, Батчерета, Байын Атырга, Наровлин, Байын Ул, Саган Або и других. В этом году на фестивале Алтаргана-2014 скакуны из России не смогли принять участие в соревнованиях, поэтому состязались в резвости лишь лошади из аймаков Монголии. Нужно добавить, что жокеями в Монголии являются дети. Самому старшему жокею было 14 лет, а самому младшему 6-7 лет. С лошадьми хорошо управляются не только мальчики, но и девочки. Старт дан. Скакуны рванули с места. Дистанция длинная, поэтому каждый жокей выбирает свою тактику. Кто-то гонит лошадь изо всех сил, кто-то дает на подъеме отдохнуть. В итоге участники растягиваются на несколько километров по импровизированному ипподрому. В итоге к финишу прибегают самые выносливые скакуны. Чемпионом в этот раз стала лошадь по кличке Хонгор Тадыл Самона. Жители Самона были в восторге, а еще счастливее были жокей и хозяин лошади. Я очень рад, счастлив. Было трудно. Много лошадей было резвых. Сэтгэл өндөр байна. Миний хонгормоор хин таймгийн дадлсан мэн сумын алдартай данзан бүрийн унгаа доо. Я счастлив и горд, что моя лошадь прибежала первой и стала чемпионом. Особенно на родной земле. Хонгор выигрывает скачки уже в 5-й раз. Она показывает хорошие результаты в последние 2 года. К тому же мы специально готовились к Алтаргане. Во второй день соревновались лошади 4-летнего возраста и однолетки. Еще одним зрелищным видом спортивных состязаний была борьба Бухы-Барилдан. Здесь принимали участие более 60 атлетов из Монголии, Бурятии, Агинского округа и Китая. Нужно сказать, что на этот раз правила соревнований были немного изменены. Здесь не было весовых категорий. Борцы соревновались лишь по возрастным категориям – среди молодежи и среди взрослых. Агинский округ представляли именитые борцы Цыбик Максаров, Александр Рамданов, Даржи Бальжанимаев и другие. К сожалению, наши спортсмены не смогли пробиться в финал. Они проиграли монгольским борцам в первый же день. Добавим, что по жеребьевке агинчане должны были бороться во второй день, но в последний момент переиграли и в итоге получили такой результат. В итоге абсолютным чемпионом среди мужчин стал монгольский борец Дархамбат Энхжергалин. В отличие от борцов, агинские лучники стали триумфаторами. Сразу 2 сборные команды стали победителями. Первая выиграла золото, вторая – серебро. На 3-м месте монгольские лучники. Здесь тоже нужно напомнить, что правила были изменены. Вместо классического способа стрельбы ввели традиционный эрхипшилет, то есть спортсмен должен держать тетиву между большим и указательным пальцами. Мы очень рады победе, горды, что агинская команда первая. Мы постарались приложить все усилия для того, чтобы завоевать золотую медаль. Несмотря на нововведение, лучники из Аги смогли показать лучший результат, оставив далеко позади по очкам остальных участников. Всего в делегации Агинского бурятского округа было 30 спортсменов. Они представляли 3 района округа. Фестиваль Алтаргана-2014 собрал более 10 тысяч зрителей и участников со всех уголков мира, где проживают буряты. Его главной целью было объединить всех, дать импульс развитию и популяризации культуры бурят. Кульминацией закрытия фестиваля стала передача флага и древа корней Алтарганы. Следующая Алтаргана пройдет в 2016 году в Бурятии. Монгольская сторона передала символы праздника заместителю председателя правительства Республики Бурятия по социальному развитию Владимиру Матханову. Мы благодарны хозяевам фестиваля, который проходит в Хатейском Аймаке, потому что, невзирая на дальнее расстояние, невзирая на то, что на самом деле
многие гости преодолели тысячи километров. Хозяева создали такую атмосферу, которая позволила забыть обо всем этом. Люди довольны, люди радостны, люди улыбаются, потому что они видят культуру, они знакомятся с теми традициями, которые нам передаются нашими предками. И, конечно, нам выпала огромная честь принимать Алтарган через 2 года в 2016 году в городе Улан-Удэ. Я уверен, что жители Республики Бурятия также будут гостеприимны по отношению ко всем гостям, прибывающим не только из Монголии, внутренней Монголии и со всех уголков нашего огромного мира.